Грузинская государственность насчитывает по меньшей мере 35-вековую историю. Легендарное Колхидское царство, существовавшее с середины первого тысячелетия до нашей эры, охватывало большую часть современной территории Грузии, включая сектор Ингур-Псоу. С этой эпохи в историографии неизвестен период, когда Абхазия, издревле населенная предками грузин, не входила в состав единого грузинского государства. А в периоды римско-византийского господства, во времена нашествия персов и арабов, она являлась частью отдельных грузинских политических единиц – Колхиды, Эгриси, Лазика и так далее. Древние грузинские летописи, объединенные под общим названием Картлиш-Сховреба, открываются сообщением об этнонимах и родстве народов Кавказа. Согласно этим летописям, территория от Сурамских гор, делящих Грузию на восточную и западную части, до Черного моря и реки Малой Хазарии, то есть Кубань, досталась Эгросу, эпониму западных грузин. До реки Псоу древнегреческие авторы VI-IV веков до нашей эры Кекатей Милецкий, Скилакс Кариатский и другие фиксируют колхов, то есть предков тех же западных грузин. По сведениям Геродота, на восточном берегу Черного моря жили одни колхи. Римские и византийские авторы, например, автор I века Плиний Старший, автор II века Флавий Ариан и другие, в пределах современной Абхазии называют также абсилов и абазгов, которые идентифицируются с абхазами и абшилами грузинских летописей. В Картлиш-Сховреба они представлены не в качестве отдельных этносов, а как ограническая часть грузин. Такого же мнения придерживались исключительно все античные и средневековые римско-византийские авторы, писавшие о генеалогии народов мира. В их числе можно назвать Ипполита Римского, Евсевия Антиохийского, Евсевия Кесарийского, Эпифара Кипрского, составителя пасхальной хроники, Георгия Сингилоза, Леона Грамматика, Георгия Кедрина, Иоанна Зонара и других. Указанные авторы имели достаточные сведения об абазгах и абсилах, которые отдельные современные историки ошибочно, а иные преднамеренно объявляют предками современных абсуйцев. Однако в перечне народов мира в разные генеалогические схемы никто их отдельно не включал. О проживании в современной Западной Грузии, включая Абхазию, автохтонного грузинского населения, свидетельствуют данные археологии, фиксирующие единую колхидскую западно-грузинскую культуру, исследования в области антропологии, лингвистики и этимологии, а также многочисленные римско-византийские письменные источники. Например, как сказано в географии Страбона, над Диаскурией, то есть Сухуми, господствовало сильное грузинское племя сванов. Ту же Диаскурию и Бичвинту, то есть Пицунду, Страбон считает колхидским городом. Плиний Старший также подтверждает, что Диаскурия является колхидским городом. Предположительно, современные абхазы, то есть абсуйцы, являются потомками племени Апсои, которое впоследствии переместилось из Поволжья в Предкубание, а оттуда, как увидим позже, в пределы северо-западной Грузии. В связи с этим заслуживают внимания взгляды турецкого историка и географа Киатиба Челеби, утверждавшего, что апсу-абхазы являются потомками астраханских евреев. Под евреями он подразумевал, конечно же, хазар иудейского вероисповедания. В основном они были распространены именно в Астраханском крае. В своем путешествии вокруг Черного моря Флавий Ариан к северо-западу от Трапезунда до Старой Лазики представляет грузинский мир, раздробленный на мелкие общины колхов, санов, макронов, иниохов, лазов, апсилов, абазгов, санигов и гениохов. В упоминании этнической принадлежности указанных общин помогает географическое руководство Птолемея. В секторе Гагра-Сочи автор локализует сваноколхов, явных предков грузин, а население Колхиды от реки Бзыб до Кабадокии относит также к безусловным предкам грузин лазам и манралам, то есть мигрелам. Сваноколхи Птолемея соответствуют эгросванов армянского историка V века Фавстаса Бузанди.
Аноним V века, дословно повторяя сведения Флавия Ариана, делает весьма важное оригинальное замечание. От Диоскуриады или Севастополя до реки Апсара прежде жил народ, называвшийся колхами, переименованный в лазов. Таким образом, по анониму V века все причерноморское население Западной Грузии, в том числе апсилы и абазги, являются колхами. Вопреки утверждению современных фальсификаторов истории Абхазии, аноним V века однозначно указывает и на то, что исторические колхи – это те же лазы, но никак не предки современных апсу-абхазов. Подобно анониму, только с лазами отождествляют колхов известные византийские авторы VI века Прокопий Кесарийский, Исан Лид и другие. Важное значение имеет также еще одно указание анонима V века о переименовании города Старой Лазики на Никопсию. Необходимо отметить, что Никопсия, расположенная к северо-западу от Туапсе, до середины XIV века неоднократно упоминается в Картлис Сховреба в качестве пограничного пункта Грузинского царства. Как увидим позже, Российская империя, преследуя собственные интересы, вплоть до начала XIX века все восточное побережье Черного моря признавала грузинской исторической территорией. Немало и других источников античного периода, доказывающих автохтонность грузин на современной территории Абхазии. Из них назовем латинского автора второй половины IV века Руфи Фест Авиена. К юго-востоку от адыгейского племени зигов он фиксирует только энергичных колхов и суровых иберов. Именно энергичные колхи и суровые иберы основали западно-грузинское и абхазское царство со столицей в Кутаиси. В конце VII века Эристав Абхазии Леон II законно занял престол Эгрисского царства, оставшийся без наследника и, согласно грузинской летописи, назвался царем абхазов. Отныне термины «Абхазия» и «Абхаз» обозначали Западную Грузию и его грузинское население. Это западногрузинское государство постепенно расширялось за счет присоединения отдельных регионов Южного Кавказа. Сепаратисты спекулируют темой Абхазского царства, объявляя его не грузинским, а апсуйским государством. Подобные взгляды весьма и весьма далеки от истины. Сепаратисты-фальсификаторы истории замалчивают тот очевидный факт, что все политическое и дошедшее до нас, богатейшее культурное наследие Абхазского царства исключительно грузинское. От современного поколения абхазов тщательно скрывают имена выдающихся деятелей грузинской культуры Стефаноса Сананидзе, Иоанна Минчхи и других, которые трудились в Абхазском царстве и пользовались активной поддержкой царей абхазов. Скрывают информацию и о других уникальных образцах культуры. В оккупированной сегодня Абхазии не имеют о них никакого представления. Создается парадоксальная ситуация. Сепаратисты гордятся Абхазским царством, 12-вековой историей государственности, но при этом отказываются от культурного наследия своего царства, ибо оно, как я сказал ранее, исключительно грузинское. Ничего абхазского, то есть апсуйского, в этой культуре нет и не могло быть. Элементарное знакомство с культурой Абхазского царства не оставляет никаких сомнений в том, что исторические абхазы принадлежали грузинскому этносу, а само царство являлось грузинским, где господствовали грузинский государственный язык, грузинская письменность и литература, грузинская церковь. Сами представители Абхазского царства также принадлежали к грузинскому этносу, о чем говорит составленный на грузинском языке уникальный документ X века «Жизнь абхазских царей». Об этом же повествуют и многочисленные грузинские эпиграфические материалы, надписи, выполненные царями Абхазии или от их имени. В то же время какими-либо письменными или иными источниками, свидетельствующими о присутствии и деятельности в Западной Грузии предков современных апсу-абхазов, наука не располагает. Абхазское царство делилось на 8 административных единиц эриставств.
Никаких следов деятельности негрузинского этноса не зафиксировано даже в той части Абхазского царства, которая именовалась Абхазским эриставством и охватывала территорию к северо-западу от Анакопии. В пределах этого эриставства, в частности Бичвинте, Пицунде, находилась кафедра западногрузинского абхазского католикосата, где богослужение велось только на грузинском языке. В историографии хорошо известны имена и деятельности бичвинских, пицунских архиереев, исключительно грузин. Известны даже имена несколько сот церковных крестьян Абхазского царства, проживавших в Абхазии в 16-17 веках. Среди них нет ни одного имени, ни одной фамилии, которые хотя бы предположительно можно было бы отнести к предкам современных Апсуа. Вся аномистика является грузинской. Многочисленные документальные материалы, составленные исключительно на грузинском языке, отражающие функционирование бичвинской пицунской кафедры вплоть до конца XVIII века, однозначно доказывают, что абхазский католикосат являлся чисто грузинской церковной организацией, важным очагом грузинской культуры. Современные фальсификаторы истории Абхазии, требующие восстановления никогда не существующей Апсуйской церкви, грубейшим образом искажают историю путем замалчивания этих материалов. Абхазское царство вполне закономерно являлось тем прочным фундаментом, тем основным ядром, которое к концу X века вновь объединило грузинское государство. В его основе Абхазия по-прежнему являлась административной единицей, расположенной к северо-западу от современного Нового Афона. Во главе грузинского царства стояла династия Багратионов, родоначальником которой являлся царь Баграт. Под его руководством и произошло объединение Грузии, то есть царь Абхазов становится первым царем объединенной Грузии. Следовательно, титулатура Баграта и других царей Грузии начиналась так: царь Абхазов. Затем назывались другие земли и их жители в той последовательности, в какой они вступили под юрисдикцию объединенного грузинского государства. То есть в титулатуре отразилась последовательность процесса объединения грузинских земель. К концу правления Баграта она приняла такую форму: царь Абхазов и Картвелов, Тау и Рана, Кахов и Великий Куропалат всего Востока. Название Западной Грузии – Абхазия, откуда началось восстановление объединенного грузинского государства, неизменно стояло на первом месте.